Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ласуре присвоено звание почетного гражданина города Сочи. Диспансеризация школьников в республике близится к завершению. Уже осмотрены дети в 4 районах Абхазии. Впервые в нашей стране прошел турнир по киберспорту по компьютерной игре FIFA. Тимур Агырба назначен главой администрации Сухума. Указ подписал президент Абхазии Бадра Гунба, сообщили в пресс-службе главы государства. Агырба был назначен исполняющим обязанности главы администрации 8 апреля. 22 апреля его кандидатуру одобрило городское собрание. С начала диспансеризации в Абхазии российские врачи осмотрели примерно 19 тысяч детей, сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба на пресс-конференции. Диспансеризация ведется с 12 февраля. В республике работают 4 бригады врачей. Чаще всего выявляли нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, проблемы со зрением. Анализами занимаются 3 абхазские лаборатории. В сутки проводится не менее 1200 исследований общеклинических, биохимических, гормональных. А к детям с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут попасть на диспансеризацию, бригада из 11 врачей выезжает на дом. Диспансеризация школьников уже завершилась в Гудаутском, Ачамчирском, Сухумском и Гулрыбском районах. 10 детей получили направление на лечение в федеральных медцентрах после медицинских консультаций. Развитие отношений между Абхазией и Южной Осетией обсудили глава МИД Олег Барцыц и ее осетинский посол Олег Бациев. На встрече подчеркнули обоюдный настрой на плодотворную работу в целях укрепления межгосударственного сотрудничества. Рассмотрели вопросы региональной и международной повестки, сообщили в МИД Абхазии. В преддверии победы в Великой Отечественной войне ветерану Алексею Ласуре присвоили звание почетного гражданина города Сочи. Алексей Ласуре – один из солдат, дошедших до Берлина и оставивших надпись на стене Рейхстага. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет, и президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Ласуре прописан в Сочи, но сейчас живет в Сухуме с семьей. Ветерану вручили специальную медаль. Кроме того, он получит надбавку к пенсии. Репортаж Гунды Шоуа. Среди удостоенных звания почетный гражданин города Сочи – кавалеры орденов и медалей за отвагу, проявленную во время Великой Отечественной войны. Танкисты, разведчики, летчики, пехотинцы, санитарки – все они сражались за родину, освобождая мир от фашизма. Одним из них стал наш ветеран Алексей Ласуре, прошедший войну от начала и до победного конца. Он дошел до Берлина и оставил надпись на стене Рейхстага. Лишь бы не было войны, ничего не было. Мирно жили люди. Больше ничего не было. А то, что я видел в Берлине самой, долгое время там мы находились. В феврале этого года ветеран отметил юбилей. Ему исполнилось 100 лет. Следует отметить, что чувствует он себя хорошо и не сильно жалуется на здоровье. Алексей Купович встретил дорогих гостей по всем законам абхазского гостеприимства. Депутат Сочинского городского собрания Елена Дорогинина отметила, что вместе с этим званием ветеран будет получать надбавку к пенсии в размере 9 тысяч рублей. Решение было принято на сессии городского собрания по инициативе главы города Андрея Прошунина. Мы по поручению главы города Сочи прибыли к вам, Андрея Григорьевича Прошунина. Значит, вот решение городского собрания Сочи от 10 апреля 2025 года. Принято решение о присвоении звания почетный гражданин муниципального образования, городской округ, город-курорт Сочи Краснодарского края. Спасибо. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Спасибо. В том числе вы 38 у нас таких людей заслуженных. Мы гордимся вами. Сегодня мы вручили медаль
нашему ветерану войны, который прописан на территории города Сочи. Он и в данный момент является почетным гражданином города Сочи. Недавно мы рассмотрели этот вопрос по поручению президента Российской Федерации. 35 участникам Великой Отечественной войны были присвоены звания «Почетный гражданин города Сочи». И вот сегодня мы приехали сюда, чтобы вручить медаль почетного гражданина города Сочи. Алексей Ласурий родился в 1925 году в селе Кутол. Совсем молодым отправился на фронт, участвовал в жестоких сражениях и на всю жизнь сохранил воспоминания о фронтовых буднях. Был награжден орденом Отечественной войны. Только в мае 1945 года вернулся домой. В послевоенные годы работал на кондитерской фабрике в Сухуми. Ветеран поделился некоторыми из своих воспоминаний о военных годах и выразил глубокую признательность за оказанное внимание. И довольно, что вы приехали специально. Здесь до вас еще были из Адлера тоже были у нас. Поздравляю вам, всего хорошего. В настоящее время Алексей Купович окружен заботой детей и внуков. Он с нетерпением ждет один из самых важных дней в году – День Великой Победы. Кунда Шоуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Команда Ассоциации силовых ведомств совместно с представителями МВД, МЧС и Министерства просвещения провела интерактивный урок безопасности со школьниками города Ткорчала. В мероприятии присутствовал спецназ СОБР МВД. Бойцы СОБР продемонстрировали свою экипировку, методы задержания, бронежилеты даже дали примерить детям. Ребятам предложили пройти мини-полосу препятствий, как настоящим спецназовцам. Школьники разыгрывали сценки на импровизированном перекрестке, ловили нарушителей и объясняли правила младшим. В Гагре установлен новый рекорд. Школьники потушили учебный пожар за 2,5 минуты. Производя эвакуацию пострадавших из здания, дети своим умением впечатлили даже опытных спасателей. Следующее занятие состоится в Ачимчире. Сегодня мы посетили в Дворчеле вторую школу. Дети положительно отнеслись к нашему приезду. Мы показали наше оснащение, обмундирование. Детям было очень интересно. Нашему будущему поколению прививать любовь к защите нашей Родины. И чтобы наша будущая молодежь приходила в различные структуры. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Мощные толчки начались примерно в 12:50 дня. Более 150 человек пострадали, многие из них получили травмы, выпрыгивая из окон во время землетрясения. Кроме того, в районе Фатих разрушено пустующее здание, никто не пострадал. Гала-концерт лауреатов международного музыкального конкурса «Лаборатория» Алисы Гицба прошел в минувшие выходные в Сочи. На сцену вышла и художественный руководитель проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба. Концерт стал настоящим подарком для любителей классической музыки в преддверии светлого праздника Пасхи. Репортаж Шазины Ханагуа. Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дибольской был заполнен магией величайших произведений. Шедевры эпохи барокко, романтизма и оперного искусства перенесли слушателей в мир высокого вдохновения и эмоций. Сочинская публика горячо и восторженно приветствовала молодых музыкантов, лауреатов конкурса, который из международного состязания вокалистов вырос в масштабный проект – международный конкурс «Лабораторию». Концерт стал настоящим подарком для жителей и гостей города. Открыл программу вечера солист Сочинской филармонии, органист Владимир Королевский. Сердца зрителей были тронуты с первых нот. Что особенно важно, среди певцов есть наша соотечественница, юная, но с серьезной биографией София Саканя. Вместе с Марией Самусевой проникновенно исполнили дуэт из «Стабат Матер» «Перголизи».
прошлом конкурсе София Саканя взяла гран-при. Это выпускница Мерзляковского музыкального колледжа, землячка моя, девочка наша абхазка, которая живет в Москве. Ее тоже в Абхазии никто не знал. Вот она стала ярким открытием прошлого конкурса. И так как ей очень понравилось в Абхазии, она там все детство провела, она в этом году снова приехала принимать участие уже в другой номинации, номинации «Искусство ансамбля». И вот с Марией Самусевой они составили вокальный дуэт, который очень смешно назвали «Кластером». Гран-при нынешнего конкурса лаборатории Валерий Макаров. Это очень яркая звезда из новых молодых имен. Валерий Макаров в данный момент является солистом Большого театра. Даниил Санитар. Призер конкурса, он не лауреат, но призер. В данный момент он стажируется в моем театре, в котором я 32 года отслужила и продолжаю служить, Геликон опера. Мой конкурс, мне кажется, от многих конкурсов отличается тем, что в моих концертах могут принимать участие не только лауреаты, но и ребята, которые имеют бешеный потенциал, но, может быть, не смогли себя раскрыть как следует на конкурсе, потому что конкурс – это все-таки творческое соревнование. Но соревнование все равно, а концерт – это немножечко другая обстановка, и на концерте они больше могут раскрыться, и о них могут больше узнать. Говорят, что музыка способна коснуться глубин души. И неудивительно, что концерт молодых вокалистов собрал немалое количество людей. Звучали произведения Баха, Шуберта, Россини, Бизе, Верди и других классиков. Ребята пели под аккомпанемент короля инструментов орган. Миружан Сарксян поразил слушателей старинным армянским распевом из коптской литургии. На сцену вышла и художественный руководитель проекта, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба. Концерт стал ярким событием трехлетнего музыкального проекта, который начинался как международный конкурс вокалистов в Республике Абхазия и с тех пор значительно расширил свои масштабы. В 2024 году проект получил поддержку Российского президентского фонда культурных инициатив и превратился в международный конкурс-лабораторию, привлекая участников из разных стран мира, а мастер-классы собирают тысячи слушателей во время прямых онлайн-трансляций. В лабораторию входит сам, собственно, конкурс, мастер-классы, членов жюри, приглашенных экспертов. И причем эти мастер-классы проходят все время, на протяжении всей лаборатории. А длится она у нас с октября по июнь. Почти, можно сказать, почти год. Значит, у нас в октябре проходит конкурс. Дальше с января по июнь начинаются гала-концерты с участием лауреатов, финалистов и призеров конкурса. Их у нас всегда очень много. Их с большим удовольствием принимают во многих городах. Те города, с которыми мы договариваемся заранее, мы приглашаем членов жюри из этих городов, и они нам делают специальные призы в виде вот таких концертов. Проект Алисы Гицба осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации в рамках грантовской поддержки. И, безусловно, носит просветительский, образовательный характер. Также хочется отметить, что проект проводится на 2 страны, в Российской Федерации, а также в Республике Абхазия. В нашей стране проект поддерживается президентом, правительством и осуществляется в рамках работы Министерства культуры нашей страны. Проект ориентирован как на вокально-исполнительское искусство, так и на инструментальное. С каждым годом международная музыкальная лаборатория Алисы Гицба обретает новые очертания в творческом контексте. Мастер-классы, концерты, творческие встречи. Все это позволяет молодым исполнителям глубже погрузиться в творческий процесс, обрести новые знания в профессии. Слоган проекта – «Музыка, диалог без расстояний и границ», где наша страна стала красивым местом притяжения молодых талантов со всего мира. Я считаю, что наша лаборатория помогает раскрыть нашу профессию и дать понять ребятам, которые еще, может быть, только думают о том, чтобы делать первые профессиональные шаги, помочь им, замотивировать их, дать им понять, что это очень интересно, и этим стоит заниматься, и на это стоит потратить свою жизнь. Алиса Гицба – известная оперная певица с блестящей карьерой. Как солистка Московского музыкального театра «Геликон опера» она покоряет публику своим сильным голосом и яркими выступлениями. Музыка – это универсальный язык, понятный людям всех культур и национальностей. Международная музыкальная лаборатория Алисы Гицба покорила зрителей высоким профессиональным уровнем исполнительского мастерства, теплой творческой атмосферой. Мы надеемся, что проект будет набирать новые обороты и будет развиваться в правильном таком
грамотном сегменте. В свою очередь хотелось бы отметить, что для нас еще имеет значение, так это расширение географических горизонтов, потому что с каждым годом у нас увеличивается количество участников из разных стран. Относительно учредителя проекта Алисы Шалвовны Гицба хотелось бы сказать, что она в свою очередь вносит большой вклад в развитие музыкальной культуры не только нашей страны, но и Российской Федерации. Очевидно, что звездочки будут светить еще ярче, если рядом именитые звезды. Ведь творчество – материя хрупкая и одновременно безграничная, всегда нуждается во всесторонней поддержке. А конкурс Алисы Гицба несет как раз эту миссию. Жазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 25 и 26 апреля в Рустраме состоится премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна в постановке московского режиссера Антона Корнилова. «Безымянная звезда» наполнена юмором, с узнаваемыми образами и ситуациями. Трогательный спектакль о любви. В маленький городок на курьерском поезде прибывает удивительная пассажирка. Шикарное платье, дорогой парфюм, изысканная косметика и ни гроша в кармане. Что привело ее сюда? В спектакле главных героев играют Ирина Делба и Леон Гвинджи, а также заслуженные артисты Абхазии Симона Спафопуло, Рубен Дебелян, Кирилл Шишкин и Джамбул Жордания. Артисты Руслан Жиба, Лана Гергия и Саид Ласба. В качестве композиторов выступил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Мы делаем вот этот спектакль для людей. Вот, чтобы люди, зрители пришли в театр, все поняли, что они увидели на сцене, получили удовольствие от красоты, безусловно, потому что спектакль будет невероятно красивый. Мне кажется, это может быть самый красивый наш спектакль визуально. Из того, что мы делали, мы использовали весь сценический свет, который у нас есть в театре, у нас его очень много, и будет еще больше. Вот. И декорация, конечно, Ирины Уколовой потрясающая, она художник высокого класса, в Москве ставит в лучших театрах. И, конечно же, зритель обязательно заинтересуется историей на сцене, потому что это история, мне кажется, которая близка каждому, потому что здесь речь идет о любви, здесь речь идет о том, что любовь может вспыхнуть в любой момент, но могут так сложиться обстоятельства, что у нее не будет продолжения. Но она была в жизни этих людей, и это, наверное, самое прекрасное, даже если кратковременно. Я очень хотел бы, чтобы наши зрители обязательно пришли на эту премьеру, потому что эта пьеса, где бы она ни шла, она идет во всем мире, во всех лучших театрах мира, и ставилась и в советское время в фильме знаменитый Михаила Казакова. Это пьеса о людях, это пьеса о человеке. А самое главное в театре, что может быть, это когда театр говорит о человеке. И вот поэтому приходите, будет очень интересно. В Сухуми прошел финал турнира по киберспорту по компьютерной игре FIFA. Победителю вручили оригинальную футболку «Реал Мадрид» с автографом Килианом Мбаппе. За ходом игр наблюдала Алика Трапш. С каждым годом киберспорт набирает все большую популярность в Абхазии. В связи с этим Ассоциация киберспорта Абхазии при поддержке Управления по делам молодежи и спорту города Сухум организовала первый турнир по компьютерной игре FIFA. Всего в нем приняли участие 64 игрока в возрасте от 14 лет и выше. В ходе отборочного этапа были определены сильнейшие игроки, которые поборолись в финале за звание победителя. Что многие скептически относятся к компьютерным играм, но компьютерные игры и IT-индустрия – это вот прям рука об руку идущие направления. А сейчас благодаря турнирам и благодаря активности в поле киберспорта ты можешь спокойно развить в своем ребенке стратегическое мышление. Он может поступить в IT-индустрию, и сами знаете, как это все развивается. И для нашей страны это очень важный момент. То есть помимо спорта, культуры и так далее, вот новая ниша будет, где каждый может найти, не знаю, свое место, что ли. Организаторы турнира по киберспорту подготовили ценные призы для победителей. Приз за 3-е место – футбольный мяч «Демикс». 2-е – геймпад Sony. И главный приз – футболка «Реал Мадрид» с автографом Килиана Мбаппе специально для фанатов из Абхазии. На одном из первых совещаний мы воспользовались, так скажем, возможностью
просто узнать, есть ли такая вероятность организовать невероятный приз для наших ребят. Мы обратились к нашему другу Винсенту Кассейру. Когда мы написали сообщение, он очень быстро откликнулся. Вот эта футболка, которая находится слева от меня, это оригинальная футболка, купленная в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и подписанная на тренировке Килианом Мбаппе. Здесь подпись для всех фанатов из Абхазии с вниманием. То есть, если ты можешь, грубо говоря, найти футболочку на аукционе просто с подписью здесь, она прям вот прислана, да, для фанатов из Абхазии. И вот ради такого приза ребята сегодня борются. В финал прошли два игрока – Донат Квирая и Александр Агарба. Игроки борются онлайн за разные команды, и каждый настроен только на победу. К большому счастью, вот мне удалось победить в других матчах, выйти в финал, и сегодня буду бороться за первое место. Игра проходит по обычным правилам, такие же, как и в футболе. То есть они есть и в игре, и офсайды. Конечно, есть настройки. Если туда залезть, можно поменять некоторые параметры игры. Но в данном случае регламент турнира абсолютно справедливый. Все, как хотят люди, все на высшем уровне. И у нас, я считаю, все условия для того, чтобы играть и выигрывать. По итогам игры звание чемпиона завоевал Донат Квирая. Вторым стал Александр Агарба. Третье место у Наура Голландзе. Всем победителям были вручены ценные призы. Ассоциация киберспорта Абхазии в скором времени проведет другой турнир, но уже по Counter-Strike. Главная цель организаторов – развитие киберспорта в республике и создание сборной Абхазии, которая будет представлять страну на международных киберспортивных турнирах. Аля Катрапша, Адиса Сагария, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Идут работы по ремонту дороги по улице Ардзенба от улицы генерала Агарба до улицы Чочуа. 23 апреля движение на этом участке было ограничено. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, движение будет ограничено и 24 числа. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометслужбы, в четверг, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 12-17. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.